Приветствую вас, дорогие стрельцы, вы на канале Таро Дома, меня зовут Александра, у меня для вас прогноз на весну этого года, 24 месяца, март, апрель и май будем с вами смотреть. На колоде 78 дверей, такая колода у меня. Я достаю 4 карты из колоды на 4 основные сферы жизни: любовь, работа, финансы и здоровье. И мы с вами смотрим, что нарисовано. Если нарисована открытая дверь, ну, допустим, нет двери или дверь открыта. Хотела вам показать, а у вас тут одни закрытые двери. Вот, допустим, открытая дверь, закрытая, открытая дверь. Вот если дверь открытая, значит, все будет хорошо. Никаких сложностей, проблем, ничего не предвидится плохого. Если дверь закрытая, то значит, могут быть какие-то неприятности, сложности, преграды в этой сфере. Я вас об этом предупрежу. Соответственно, вы можете планировать. Ну, то есть, если вы понимаете, что никаких преград нет, можно делать какие-то масштабные проекты в этой сфере. Если нет, то лучше, конечно, откладывать на более какой-то такой удачный период. Но это нам уже покажут карты. Также смотрите, почему именно этот формат? Потому что период большой, 3 месяца, и нет смысла смотреть детально. Да, вот лучше всего смотреть в целом, что будет происходить. А уже в прогнозах на месяц, на неделю там уже смотреть детально. Ну вот так. Ну что, поехали, стрельцы. Так, стрельцы, покажите мне период для стрельцов. Весна – это март, апрель и май месяц этого года. 4 основные сферы жизни, 4 двери в эти 4 сферы для стрельцов. Дверь в личную жизнь для стрельцов весной. Дверь в работу для стрельцов весной. Дверь в финансы для стрельцов весной. И дверь в здоровье для стрельцов весной этого года. Все, теперь мы с вами смотрим. Первая позиция – это дверь в личную жизнь. Смотрим, закрыта или открыта. Открыта, однозначно. Видите, дверь открыта. Более того, выпадает королева пентаклей. Очень классная карта. Она может показывать, что ваша личная жизнь может наладиться в этот период. У вас может появиться новый дом. Это карта недвижимости, улучшения жилищных условий. Эта карта может показывать беременность. То есть это у нас мамочка такая, королева пентаклей. Вы можете быть очень заботливые в этот период. Это однозначно может быть начало серьезных отношений. Если вот вас интересует, будут или нет у меня отношения, то королева показывает да, и, возможно, эти отношения приведут даже к браку и детям. То есть это какие-то начало серьезных отношений. Но если вы в паре, то однозначно все будет стабильно, спокойно и хорошо. Возможно, именно этот период, карта показывает, больше вы уделяете внимание не отношениям, не чувствам, а больше вот как бы финансам. Решаете какие-то бытовые вопросы, финансовые, может быть, там что-то покупаете домой, какую-то технику, занимаетесь поисками там техники или мебели. То есть королева пентаклей – это дамочка, которая любит комфорт, уют, безопасность, и она делает все возможное, да, чтобы жить комфортно, и создает себе эти условия. Поэтому карта показывает, что вы больше можете заниматься бытом, домом, чем любимым человеком в этот период. Поэтому вот так. Или можете тратить свое время личное, которое могли бы потратить на личную жизнь, на зарабатывание денег. Еще так тоже может быть. То есть вы можете быть как бы зациклены на работе и финансах в этот период. Ну, в принципе, в целом все неплохо в отношениях. Если были ссоры, конфликты, возможно, карта говорит, все успокоится. То есть вы перестанете друг друга дергать, будете меньше ругаться. Может быть и так. Смотрим работу. Что на работе, что здесь? О, здесь дверь закрытая, и вы очень упрямо, уперто пытаетесь эту дверь открыть. Рыцарь мечей выпал, такой кентавр, который бьется, разгоняется, бьется в эту дверь, пытается силой ее пробить. Но здесь для вас подсказка. Если вы хотите каких-то добиться результатов на работе, то есть вы перед собой поставили цель, поставили какие-то задачи. И карта говорит, что будут постоянно возникать преграды, препятствия, которые будут вам не давать решить эти цели и задачи. А вы будете упорно биться и биться и биться в эту, да, вот, в эту дверь, пытаясь эту задачу решить. Карта говорит, не делайте глупости, не тратьте силы. Здесь нужен другой подход.
Вот просто делать 10 раз одно и то же не имеет никогда никакого смысла. Вот вы попробовали один раз, не получилось, хорошо, попробовали еще раз таким образом решить задачу, не получилось, все, остановились. Пробовать третий, четвертый, пятый раз нет смысла, нужно пробовать просто по-другому, искать другой подход, искать каких-то людей, которые помогут, искать другой вариант, что-то придумывать, ну, креативить, понимаете? Вот так и здесь. Здесь нужна креативность, здесь силой не поможешь. Дверь слишком большая, проблема слишком масштабная, чтобы ее решить силой, вы ее просто не пробьете. Нужно вот искать человека, у которого есть ключ от этой двери, нужно пробовать искать другой вход, может быть, есть, может быть, где-то какие-то окна, через которые можно залезть, лестница, крыша, вообще, ну, разные способы. Просто вот искать другие методы. Эта карта вас предупреждает, потому что похоже, что вы будете, вот знаете, как биться головой об стенку, наступать на одни и те же грабли снова и снова и снова и снова. Поэтому здесь для вас предупреждение. Возможно, карта еще может вообще вам советовать пока оставить работу в покое. Вот ближайшие там 3 месяца карта говорит, ничего не намечайте масштабного. Вот сейчас не время. Сейчас вы будете сталкиваться с преградами. Ну вот так здесь подсказывает карта. И, знаете, тоже может касаться поисков работы. Вот карта говорит, что вы ищете, и как будто вы все время делаете одни и те же ошибки. Может быть, вы ищете в одних и тех же местах, или вы ищете одну какую-то определенную работу. Карта говорит, расширь поиск, попробуй поискать в другом месте, попробуй по-другому поискать работу, и ты быстрее найдешь. Потому что если ты будешь продолжать искать так, как ты это и делал, то ты ее не найдешь в ближайшие 3 месяца. Вот для вас такая тоже может быть подсказка. Вот так. Ну что, теперь смотрим деньги. Что с деньгами? Будут преграды? Нет? Ну тоже, видите, вот 10 жезлов, и дверь закрыта. Вот так же, как и здесь. Здесь закрыта дверь, здесь закрыта дверь. И здесь тоже карта показывает. Вы бьетесь, вы кричите, вы пытаетесь привлечь внимание, а толку нет. Никто не обращает внимания. Каждый занят своими, видите, делами. Идет и вас не замечает. Поэтому тоже касается и вот все, что я вам рассказывала про карьеру, работу, бизнес, возможно, у кого-то какое-то свое дело есть. То же самое касается и финансов. Здесь нет смысла биться в закрытую дверь. Если вы перед собой ставите какие-то задачи по финансам на этот период, карта говорит, что будьте готовы к тому, что эти вопросы тоже будут решаться тяжело. Вы не будете находить поддержки и понимания в окружающих людях, а только будете сталкиваться с каким-то сопротивлением. Поэтому здесь, опять же, предупреждение для вас. Если есть возможность, откладывать эти вопросы на более удачный период. То есть вот этот период весны для вас, он не очень удачный в работе и финансах. Он у вас очень хороший будет в личной жизни. Вот вам надо сюда направлять всю энергию, в эту сферу. Ну вот, а не сюда. Так что такая вот для вас подсказка. Смотрим здоровье. Здоровье. Отшельник. Но здесь дверей нет. Видите, мы дверей не видим. То есть карты говорят, что ты можешь спокойно заниматься сферой здоровья. Более того, наоборот, даже вот карты советуют вам обратить внимание. Отшельник — это у нас такой старичок, у которого уже нет-нет, да что-то и побаливает. Поэтому, возможно, вот если у вас есть уже какие-то сигналы, организм подает сигналы, болит что-то, где-то тянет, ноет периодически, вы чувствуете дискомфорт, однозначно нужно заниматься здоровьем. Однозначно. Делать паузу. Отшельник говорит, сделай паузу в своей социальной жизни, оставь свои дела в покое, переложи свои дела на других людей и займись собой. Займись собой, здоровьем и займись личной жизнью. Вот для этого дается вам этот период. Тут четко, видите, двери закрыты, двери открыты. Все понятно, да, то есть чем заниматься, чем не заниматься. Но у меня такое ощущение, что вы все равно упорно будете пытаться добиваться вот каких-то целей на работе и в финансах. И будете отказываться от возможностей. Вам даже в этот период судьба может посылать какие-то возможности для того, чтобы улучшить здоровье. Например, там бесплатный дают, кто-то вам дарит бесплатный, ну, вернее, не дарит бесплатно, а дает в виде подарка абонемент в спортзал. Вот ходи, пожалуйста, даже покупать не надо. Да, то есть вот такой вот подарочек некий. Или, допустим, подружка предлагает с собой там ходить заниматься на йогу, грубо говоря.
все что угодно. Или вы находите хорошего врача где-то случайно. То есть как бы сама Вселенная вам посылает, дает людей, которые могут улучшить ваше самочувствие, а вы как будто бы их не замечаете, не обращайте на это внимания. Так что вот обращайте внимание, Вселенная будет вам посылать в вашу жизнь людей или ситуации, и вы от этих подарков не должны отказываться. А вы отказываетесь, говорите: ой, не-не-не, сейчас мне некогда ходить в спортзал, сейчас мне не до этого, у меня тут вот есть проблема, мне ее надо на работе решить, поэтому давайте потом, все потом. А карты говорят: нет, не потом, вот как раз вот это оставь в покое, а иди в спортзал или иди в больницу, да, сделай УЗИ ноги, которая у тебя болит. Поэтому вот карты об этом, понимаете. А то, как уже вы будете себя вести, это другой вариант. Вот я думаю, что вы все-таки будете себя продолжать вести вот так. А совет от карты делать наоборот. Так что все зависит еще от нас, а не только от расклада. Благодарю вас за внимание, стрельцы, и жду вас на своих новых видео.